Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. В Якутии снова обновлен антирекорд по числу новых заражений ковидом. Колл-центр Минздрава переходит на круглосуточный режим работы. Все тот же ковид. Сразу в 2 районах школьники уходят на удаленный режим учебы. Сверхчеловек из Чурапчинского Улуса Василий Лукин во 2-й раз стал абсолютным чемпионом марафонского забега на полюсе холода. Первые поставки самолетов МС-21 в Якутию могут начаться в 2025 году. Отечественный среднемагистральный самолет проходит в республике испытания в условиях низких температур. Цель испытаний – расширение условий, в которых допускается эксплуатация нового лайнера вместимостью от 163 до 211 пассажиров. С особенностями воздушного судна и планами работы авиастроителей сегодня ознакомился глава региона. Республика одной из первых в стране начала осваивать воздушные суда Суперджет-100. Сейчас мы ожидаем самолеты, которые должны прийти на смену Боингам 737 и Airbus A320. Первые поставки самолетов МС-21-300 в Якутию могут начаться в 2025-2026 годах, отметил Айсен Николаев. Уверен, что вот появление этого самолета на рынке, конечно же, будет ожидаемо. Всеми нами я посмотрел, он сделан очень удобно, он шире, чем его конкуренты иностранные, и Airbus, и Boeing. Вот много сделано для удобства именно пассажиров. И, конечно же, с учетом вот наших дальних расстояний, того же плеча Якутск-Москва, мы тоже свои предложения даем сейчас разработчикам для того, чтобы уже в процессе доводки самолета те или иные нюансы именно внутренней компоновки самолета, они были учтены для того, чтобы уже где-то с 25-26 годов эти самолеты смогли поступать в якутские авиакомпании. Тем временем продолжается рост новых заражений коронавирусом в Якутии. Еще 1211 человек заболели за минувшие сутки. Из них абсолютное большинство в Якутске – 920. В Мегино-Кангаласском районе 139 случаев заражения, в Алданском 47, 38 человек заболели в Мирнинском районе, 29 в Кангаласском, 20 в Нерюнгринском, 7 с ковидом обнаружили в Нюрбинском районе, 6 в Намском, 4 в Верхневилюйском, 1 в Татинском районе. Учитывая ситуацию, в республике стартовала мобилизация лиц с медицинским образованием. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина на брифинге. Учреждениям здравоохранения нужна помощь медиков, которые имеют как высшее, так и среднее медицинское образование, но не работают по специальности. С сегодняшнего дня в республике непосредственно перенаправлено осуществление плановой медицинской помощи, соответственно, тех, у кого наступил срок для оказания тех или иных услуг медицинских по основному заболеванию. Необходимо обратить внимание на то, что в своих учреждениях они эту помощь не получат, а они будут перераспределены, они распределены в другие учреждения и организации. Кроме того, необходимо обратить внимание на тот факт, что с завтрашнего дня на колл-центре помимо вызова врача начинают работать наши доктора медицинских наук, профессоры Северо-Восточного федерального университета, наши титулованные медицинские работники, которые будут, соответственно, при необходимости оказывать в том числе и медицинское консультирование тех, кто будет обращаться. План по вакцинации в Нюрбинском районе составляет 12 677 человек или 80% взрослого населения. Получили первый компонент почти 10 500 человек, прошли полный курс вакцинации 9 500 нюрбинцев. В центральной районной больнице ведут запись на вакцинацию на дому, маломобильных и пожилых граждан. Также работают выездные мобильные бригады по заявкам коллективов. Всего больных на сегодня 66, из них 16 детей. В стационаре проходят лечение 6 пациентов, остальные 60 лечатся амбулаторно. С начала года вакцину получили почти 700 человек. На первой неделе, если к нам приходили на вакцинацию около 70 человек, то за предыдущую неделю у нас вакцинировано 694 человека. Из них 500 человек только приходили на ревакцинацию. Это значит люди, те, которые получили полный курс вакцинации. Мы вводим
3 разновидности вот этой вакцинации. Есть в наличии гамма-ковид-вак, эпивак-корона и спутник лайт. И на днях мы ждем еще поступления вакцины ковивак и эпивак-корона. Республиканский Минздрав организовал собственный штаб для единой горячей линии 112 по вопросам коронавируса. Из-за большого количества поступающих звонков сегодняшнего дня штаб перешел на круглосуточный режим работы. В ночное время дежурная группа обрабатывает экстренные вызовы. Операторы, а это студенты, волонтеры, работники госорганов, а также медики, 50 человек в смену, отвечают на поступающие вызовы. В случае необходимости могут перенаправить их в прикрепленные поликлиники. В сутки от населения поступает порядка 7-8 тысяч звонков. Если в первые дни обрабатывать звонки помогали волонтеры, то теперь штаб начал набирать работников на постоянной основе. Набор работников у нас осуществляется с вчерашнего дня. Работники набираются по гражданско-правовому договору. Конечно, приветствуется медицинское образование и знание компьютера. Очень важно оперативно уметь работать с системами, с программами. Мы работаем в МИС, медицинской информационной системе, в системе колл-центра. Поэтому, конечно, от оперативности оператора тоже очень многое зависит. От того, как он точно, четко все узнает. Поэтому, конечно, опытный пользователь компьютера должен быть обязательно. То есть на зарплату человек приходит, да? Да, на данное время мы уже набираем сотрудников, которые приходят именно на заработную плату посменно, график. А по решению оперштабов Усть-Алданского и Кобяйского районов, начиная с сегодня, прекращается очная деятельность улусных школ и детских садов. Завтра учреждения переходят на дистанционный режим работы с привлечением половины штата. При невозможности перевода на дистанционный режим работникам предоставят ежегодные оплачиваемые отпуска. Таким образом, как минимум до конца января все усть-алданские и кобейские школьники будут учиться дистанционно. Детские сады тоже закрыты. Организуют работу дежурной группы в детсаду Мичер в селе Барагонц. Существенную помощь в борьбе с коронавирусом Тампонской больнице окажет новая техника. В прошлом году там получили сразу 3 автомобиля: санитарную машину, реанимобиль и передвижной медицинский комплекс на базе автомашины КАМАЗ. Мария Винокурова продолжит. В Тампонскую центральную больницу первый реанимобиль класса «Б» поступил в 2015 году. Сегодня их уже 3, которые базируются в поселке Хандыга. Новая санитарная машина доставлена в оленеводческое село Тополиное. В этом году такие же автомашины получат и Теплоключевская, Кресхальджайская врачебные амбулатории, а в следующем году Джабарики-Хаинская и Мегино-Алданская. Таким образом, все врачебные амбулатории будут обеспечены новым автотранспортом. Буквально перед Новым годом в рамках нацпроекта «Здоровье» в Тампонский улус впервые поступил передвижной медицинский комплекс, который улучшит доступность медпомощи для отдаленных наследников, что особенно актуально в условиях пандемии коронавируса. Но я считаю, что для нашего района это очень полезная штука. Дело в том, что у нас некоторые наследия, поселки находятся на удалении, и качество дорог оставляет желать лучшего. А вот с этой техникой мы уже можем и в любую распутицу проехать, доехать, в те же тополя на 300 километров, в Охотский перевоз. Вот мы уже планируем выезды. Мобильный медицинский комплекс оснащен всеми необходимыми системами жизнеобеспечения, мебелью, медицинским и вспомогательным оборудованием. Для работы врачей передвижной мобильный комплекс будет очень удобным для осмотра пациентов и также для самих пациентов, так как бывают в фельдшерско-акушерских пунктах, не все вмещаются. И можно осматривать пациентов на месте сразу в передвижном мобильном комплексе. Уже совсем скоро новый передвижной комплекс будет задействован на выездных медицинских осмотрах, благодаря которому узкие специалисты смогут оказать помощь всем жителям населенных пунктов Тампонского улуса. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. К другим темам: почти половину объемов заготовки бревен хвойных пород в Якутии дает Ленский район.
По данному показателю он занимает первое место, а только за прошлый год в районе заготовили более 130 тысяч плотных кубометров. Это почти 86% от установленного правительством республики задания. Темп роста составил 110%, а объем производства лесоматериалов по сравнению с 2020 годом увеличился на 18%. Самые крупные партии леса, это около 400 тысяч кубометров, были заготовлены во время реализации таких глобальных федеральных проектов, как строительство линии ЛЭП Чернышевский, Мирный, Ленск, Пилидуй и магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке Чаянда-Ленск. Мы, если хотим развивать наше, скажем, строительство, наши сельские поселения, соответственно, надо иметь свой дешевый строительный материал, значит, дешевую лесопродукцию. Поэтому в этом году, сейчас мы в ближайший первый квартал сработаем. Я думаю, что это будет настройка государственное казенное учреждение наше, или это будет типа в формате МУПа. Но предприятие наше по переработке лесом в этом году обязательно запустим. Далее о спорте. Второй год подряд абсолютным чемпионом зимнего марафона «Полюс холода» в Аймеконском районе стал Василий Лукин. Спортсмен, уроженец Чурапчинского улуса, многократный чемпион и призер республиканских соревнований по легкой атлетике, занимается экстремальным бегом с 2014 года. А накануне, по итогам забега на 42 километра на полюсе холода, Василий второй год подряд стал абсолютным чемпионом зимнего марафона. Он прибежал к финишу с результатом 3 часа 22 минуты. Всего в марафоне приняли участие порядка 70 спортсменов. На этих соревнованиях, экстремальном марафоне полюса холода, это мое уже второе участие. В прошлом 2020 году участвовал и в этом вот 22-м выиграл оба вот эти экстремальный марафон. Ну, трасса у нас тяжелая, дыхание сбивается сразу, и соответствующая одежда тоже подбирать очень сложно, и питание, и подготовка. Участвовали из различных стран, например, вот Объединенных Арабских Эмиратов, Белоруссии. 12 якутян выступят на 33-м международном турнире серии Гран-при по вольной борьбе «Иван Ерыгин» в Красноярске. На ковер выйдут Алексей Копылов, Петр Копылов, Игулан Иванов, Джулустан Федотов, Федор Постников. Также на соревнованиях выступят Петр Константинов и Семен Владимиров, Виктор Рассадин, Тимур Николаев и Нюргун Сергин. Примут участие в турнире якутские легионеры, представляющие Белоруссию, Араян Тютрин и Нюргун Скрябин. Команда борцов и тренеров вылетит в Красноярск. Завтра, отметим, на этом важнейшем старте сезона будут разыграны путевки на чемпионат Европы. Это все новости. Оставайтесь с нами.